Сегодня я тему назвал «Духовная анатомия». Давно как-то так мне в голову приходило, потому что, знаете, внутри нас целое, вот так лучше, а то не видно что-то темное. Так вижу вас хорошо. Знаете, внутри целый мир каждого из нас, согласитесь. Согласитесь, вот наши тела, но внутри там у нас и душа есть, и еще что-то есть. И в этом надо во всем разобраться, потому что это очень важные вопросы, важно знать себя. Когда я был в Бердиесяхе, я служил там, и один человек, он подошел ко мне, он говорит: я сам себя не пойму, кто я вообще? Я сам себя не могу понять. Я в какой-то смысле я его понимал. И он говорит: как я могу понять Господа, если даже сам себя не могу понять? Кто я, что я, откуда, что там внутри у меня? Понимаете? И в Библии много таких понятий, как дух, душа, да? Сердце есть, внутренний человек, внешний человек и так далее. И не говоря о том, что каждая из этих составляющих, она еще и состоит, например, душа наша еще там состоит из каких-то частей. Если мы не разберемся в этом, то наш рост будет очень тормозиться. Потому что мы будем путать. Мы будем думать, что мы делали правильно, а оказывается, мы совсем неправильно делали. Мы поступали по не из тех источников. И поэтому важно вот во всем этом разобраться. Знаете, когда я только спасение принял, и я шел по улице, новообращенный, полон радости. Ну, в голове не так уж много, но столько радости внутри. И вдруг там подходит одна девушка и начинает мне проповедовать. Я думаю: ты, видать, сестра. Там. И она начинает там говорить, и потом я понял, что что-то не то. Она, знаете, в те времена церковь, как-то она называлась, мунисты, может быть, слышали? Церковь как-то. И она говорит, я ей говорю: я спасен, мы спасены, там Господь простил мои грехи, и я спасен. Я ей тоже проповедовал. А она говорит: ты же грешишь, разве не так? Бывает у тебя это? Да, есть, бывает. Видишь, значит, ты внутри-то и не спасен, начал семена сеять. И я тогда так думал: ладно, мое тело, значит, а внутри, значит, не так уж хорошо. И я как-то так опешил, в этом споре она меня победила, и я ушел такой опечаленный. Но, знаете, не хватило опыта и знания, потому что мы, люди, не двухчастные, мы трехчастные. Кроме нашего души у нас есть дух. И я бы в то время сказал, что дух мой, этот новый человек, он спасенный, он истинно святой, и в нем живет сам Господь Бог. А вот моя душа, да, она в процессе, она преобразуется. Она не святая, но она потихонечку преобразуется. В тот момент, если бы был бы опыт, знание, то мог бы я, наверное, так ответить. Но они путают, они все, они разделяют дух и душу, они не разделяют, они все это одно . Слава Господу. Давайте посмотрим местописание 1 Фессалоникийцам 5:23. 1 Фессалоникийцам 5:23. Сам же Бог, да осветит вас во всей полноте. Сейчас посмотрим. Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух,
и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока пришествие Господа нашего Иисуса Христа. Бог хочет, чтобы наш дух и душа и тело, они были сохранены, спасены, были целостными, чтобы дух, душа и тело не противоборствовали друг с другом, но Божья цель, чтобы все это гармонично работало, и чтобы дух был царем, душа была, как сказать-то, прорабом, а тело, оно исполняло то, что повелевает. Это Божий план такой. Но знаете, было грехопадение. Вы заметили, что у нас довольно большие проблемы внутри. Когда Бог сотворил Адама, я верю, Он сотворил просто совершенного человека, совершенного. И дух, и душа, и тело Адама были совершенны. Но пришло грехопадение. Дьявол пришел и искусил Адама и Еву. И, знаете, человек, он пал. Причем пал очень досконально, очень капитально. В своих трех частях. Можно сказать, что дух, он был отделен от Бога, он умер. Мы духовно, человек, который не верит в Бога, он духовно мертвый. Что значит мертвый? Он отделенный от жизни. Дух был мертв, дух был отделен. И поэтому, помните, Бог сказал Адаму, не вкушай от этого дерева. Как только ты вкусишь, в тот день ты смертями умрешь. Но парадокс в том, что они вроде вкусили, но тут же замертво не упали. Они еще жили, Адам там сколько лет жил? 900 там сколько лет жил. Но смотрите, что произошло. Самая его главная часть, она умерла. Дух был отделен от Бога. Потом, смотрите, душа Адама и Евы, я думаю, она была прекрасна просто. Они просто славили Господа. Я не думаю, они были чисты. Душа была неоскверненная. Но когда пришел грех, они вкусили, этот грех, он поразил даже наши души человеческие. Душа превратилась в большое эгоистичное «я», которое не зависит от Бога, который говорит: Бог, ты подожди, я сам, я знаю, что делаю. Понимаете, да? То есть душа, она стала эгоистичной, она стала большим «я». Тела наши, как вы думаете, осквернилось тело наше? Тело тоже осквернилось. Павел говорит, что тела наши, есть такое понятие тело греховное. И он говорит, я в своих членах вижу совсем другой закон. То, что я хочу делать, я не делаю. То, что не хочу делать, этот закон, грех, который живет в моем теле, он заставляет меня делать совсем другое. Понимаете, грех живет в наших телах. Я не говорю, что Бог сотворил наши тела. Слава Богу за наши тела. Но в наших телах живет грех. Уметь надо различить. И поэтому мы не то делаем, что хотели бы делать. И у многих из нас борьба идет. Борьба. Раньше я вообще не осознавал. Думал, все хорошо же было. Пришел к Богу, как много проблем появилось. Разве не так? Знаете, все творение, оно стало растленным. Через грехопадение весь этот мир, он подвергся проклятию. И все в этом мире истлевает, страдает и мучается, и ждет откровения сынов Божьих. Ждет откровения, пока мы не войдем в сыновство Божье. Пойдемте дальше. Душа. Что такое душа? Греческое слово «психе», это значит психика наша. Душа состоит из тела, разум, чувства и эмоции, и воля.
Я не буду как бы долго слишком заострять внимание на этом. Я думаю, вы просто поверьте на слово, что мы, как Бог, Он трехчастен, так и наша душа тоже трехчастная. У нас есть разум. Разум — это центральная наша, это наш центр управления. Именно в разуме мы должны обновиться. Если разум не обновлен, то будет очень много проблем. Поэтому Библия что говорит? Преобразуйтесь обновлением ума вашего. Именно наш ум нуждается в преобразовании. То есть старые наши представления, старые наши какие-то формы мышления, они должны отходить в сторону, и на место этого должно приходить Божье Слово, Божье мировоззрение, так, как Бог думает. Аминь. И тогда центр нашей души — это разум. Поэтому очень важно, чтобы наш разум был преобразован, чтобы мы меняли свое мышление. Бог меня не любит. Меня никто не любит. Это что такое? Это повреждение в разуме. Повреждение — это неправильное мышление. И знаете, я когда пришел в христианство, я же раньше не был христианином. Я раньше был, наверное, таким, в другие религии верил. И смотрите, я пришел, и мне надо было преобразовывать. Я не знаю, силой воли, говорю, я просто сознательно отвергаю, хотя мое сердце прямо любило вот это все. Но что-то внутри говорил, ты оставь вот это все, оставь. Мне приходилось осознанно все это оставлять, и вот так должно быть, без никаких. И слава Богу. Теперь я понимаю, что это мой дух буквально меня заставлял. Давай, ты должен над собой поработать, ты должен поменять свое мышление, ты должен оставить свои старые представления и вложить библейские, Божье Слово, свой разум, свое мышление. И слава Богу, я благодарен Господу за Его благодать и милость, что принял такое решение. Потом у нас есть чувства. Скажите, чувства. Кто-то живет разумом, кто-то чувствами. Знаете, есть очень такие эмоционально чувствительные люди, которые свои решения, эмоции вот так вот, и человек просто пошел на поводу своих эмоций. Когда чувства необузданные, и человек не может себя сдержать, может взорваться, взрыв на макаронной фабрике может произойти, и в пылу гнева какие-то совершать ошибки, действия. Что можно сказать про таких людей? Это чувственные люди. Чувственные, которые идут на поводу своих чувств. Также у нас есть воля. Есть люди, которые очень, волевые. Они принимают решения и идут как танк просто. И можно сказать, что у них очень развита воля. И знаете, люди, у кого-то больше развито умом, да? Кто-то живет умом, кто-то чувствами, эмоциями, а кто-то волей своей. Это можно сказать, это жизнь нашей души. Это жизнь нашей души. И на самом деле мы привыкли. Это наша природная, со времен Адама мы привыкли жить своей душой. Кто-то живет умом, у него логика просто железная, его невозможно. Ты его пытаешься переубедить, говорит, Господь же Иисус, Он умер, а он не понимает ничего. Написано, что душевный он не принимает того, что духовное. Да? И душевное, и духовное — это разные вещи. Для душевного духовное это просто какое-то безумие. Это какое-то умопомрачение как будто. Они думают,
Я такой был. Я сейчас вспоминаю. Думаю, странные люди верующие какие-то, странные. Не понимал просто. Но сейчас я сам таким стал. Знаете, в глазах мира, да, может быть, мы странные какие-то, но я верю в Господь, в глазах Бога, ну, Бог за своих считает нас. Аминь. Аминь или не аминь? Смотрите, у нас есть дух. Это самая важная часть в нас. В нас. Мы есть дух, душа и тело. Мы, как Бог трехчастен. Знаете, Бог сотворил человека по образу и подобию, чтобы обитать в нас, чтобы жить в нас, чтобы, как, знаете, вот наша одежда точно соответствует нам. Мы соответствуем Богу. И в Захарии там он пишет, что Бог сотворил небеса, основал землю и сотворил человека, в котором дух. Дух. То есть, смотрите, вот весь этот космос, он как бы для Земли получается. А Земля и все, что на ней, все, что для человека, в котором самая важная часть — это дух. Вот именно для духа Бог сотворил человека, чтобы в наш дух стать обиталищем Бога, чтобы через Слово Божие Бог поселился в нас. И дух — это наиважнейшая часть. Дух — это там, где живет Бог. Духом мы как раз-таки общаемся с Богом. Аллилуйя. И смотрите, дух состоит из совести. Скажите, совесть. Очень вполне реальная. Хоть ты можешь сказать, покажи мне совесть. Как? Где совесть? Но мы почувствуем, когда мы что-то сделаем не то, совесть тут как тут. Разве не так? Совесть — это то, что показывает добро, зло. Когда ты ошибаешься, это судья, который указывает правильно, неправильно. Оно отличает правильного от неправильного, оценивает, судит, оправдывает дела или мысли. Знаете, когда человек недоволен, говорит, да как они так могут делать? Да что они себе позволяют? Это что такое? Что в этот момент функционирует в их совесть? Совесть, которая через эмоции выражается. Совесть, она оправдывает или судит, это функция совести как раз-таки. И это относится к духу. Потом у нас есть интуиция. Смотрите, откроем Марка 2 глава, 8 стих. Марка 2, 8. И там написано, что Иисус, Он тот час, узнав духом. Смотрите, узнав духом. Как-то Он узнал. Он не увидел, потому что сердце человеческое, ты не увидишь сердце. Да, можно по глазам посмотреть, но все равно ты можешь ошибиться. Но написано, Иисус узнал духом. Как это? Это как раз твоя интуиция, твоя и моя. Интуиция, она никогда не подводит. Это прямое знание, которое ты получаешь в духе. Ты, например, общаешься с человеком, а внутри тебя он говорит, а ты что-то не то говорит. Хоть я до конца не понимаю, но внутри есть какое-то прямое знание. Или ты внутри говоришь, чувствуешь, что надо пойти туда, сделать то-то, то-то. И тогда все будет хорошо. Это что такое? Тут не логика, тут не доводы разума, да? Или советы друзей. Знаете, когда человек говорит, ты можешь почувствовать. Да,
точно говорит, вот так вот, вот так вот. Это что такое? Это твоя внутреннее чутье, интуиция. Это еще часть духа. Теперь дальше пойдем. Что у нас есть? Есть функция общения. Скажите, общение. Мы общаемся с Богом именно в духе. Да, мы даже, можно сказать, мы друг с другом общаемся в духе. Именно духи наши общаются друг с другом. Самое глубокое общение – это духовное общение. И, там целое учение, может быть, да, что люди имеют там общие интересы, там друзья могут быть. Но самое глубокое – это духовное общение. И общение, оно с Богом, оно в духе. Оно не в разуме. Знаете, многие христиане, и у меня ошибки бывают. Я учусь тоже, как и вы, думаем, разумом пытаемся тут, Бог в разуме что-то скажет. Или в чувствах что-то скажет. Это ошибка. Мы не применяем не тот инструмент для общения с Богом. Для общения с Богом Бог придумал, дал нам дух. Это все равно, что, смотрите, питаться для того, чтобы усваивать пищу, у нас Бог сотворил орган пищеварения, и рот, и желудок. Но мы, как будто христиане, пытаются кушать, ушами, например, так вот, пытаются Слово Божие понять, так, разумом понять, и пытаются кушать ушами. Это выглядит глупо. Так ведь? Но это все равно, что понять Слово Божие своим умом. Да, ум нуждается в преобразовании, Слово Божие должно преобразовывать наш ум, но общаемся мы с Богом посредством нашего духа. Знаете, наука в основном имеет дело с этим, с видимым миром, и там и психология есть, но они не могут подойти к духовным вещам. Они говорят, это подсознание. Это в научный термин, да? Но наш термин дух. Библия говорит о духе, да? Душе и теле. Смотрите, теперь к следующему вопросу подойдем. Евреям 4:12. Важно разделять дух и душу. Важно различать и важно разделять. Евреям 4:12. Ибо Слово Божье, давайте посмотрим, живо и действенно, да? Оно доходит до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Смотрите, тут Павел приводит пример составов и мозгов. Это вот как кость. Вы когда-нибудь разрубали кость? Топором, братья. Топором разрубили кость, и там вот это вот мозги, да? Костный мозг. Очень вкусное. Мне нравится костный мозг. Смотрите, это же пример того, пример разделения души и духа. Тут вот этот мозг, это как бы дух. Кость – это душа. Чтобы добраться до духа, кость должна быть сломана. Потому что наша душа – это как преграда между Богом и преграда к нашему духу. Понимаете, да? То есть мы должны отложить свою душу. Вот тогда ты дойдешь до духа. И тогда будет результат. Понимаете, да? Это ключ к жизни по духу. Уметь различить, где дух, а где душа, это ключ вообще к духовному росту. Потому что если ты не сможешь различить, так и будем жить по душевной жизнью.
душевной жизни. Мы будем душевные, такие душевные разговоры у нас будут. Душевные христиане будем. Но знаете, Бог не хочет, чтобы мы были душевные христиане. Да, хорошо это по душам разговаривать, конечно. Даже там написано, что вначале душевное, потом духовное. Но духовное же все-таки там главное. Духовное главное. Аминь. Давайте вот некоторые примеры я как бы нашел. Смотрите, ребенок, когда он еще душа до конца не сформирована, он не понимает много чего делать, маленький ребенок, да? Согласитесь, он много чего не понимает. Угу. И вот он что-то плохое делает, и папа берет, и что делает? Наказывает. А-та-та! Да? Нельзя этого делать, нельзя. Ребенок что делает? Там. Но потом успокаивается и даже прощает, и все хорошо. Вы заметили, что дети очень быстро прощают и как-то восстанавливаются быстро? Почему такое происходит? Почему? Потому что у ребенка, пока душа еще до конца не сформирована, дух-то все равно есть. Это же личность. И дух есть. И не считайте, что маленький ребенок это как какой-то неполноценный. Он такой же полноценный. Дух-то живой. И смотрите, дух ребенка говорит, папа меня справедливо наказал. Дух понимает все. Дух ребенка. И поэтому он быстро прощает. Понимаете, да? И забывает, да. Забывает. Я другой пример приведу. Часто бывает, вот на собрании мы как бы все хорошо, и проповедник проповедует, и так хорошо я принял Слово Божье, и брат приходит домой и говорит, так классно было вообще, ну, вообще здорово, собрание такое мощное. И там кто-то спрашивает, ну, о чем говорилось? Ну, я сильно не помню, но так классно, сильно, вообще супер, вообще классно. Ну, о чем конкретно ты расскажи? Ну, как бы там что-то было, слово было, но вообще супер было. Да? Такое же бывает часто, да? Что это такое? Это то, что дух брата радуется. Дух принял 100% Слово Божье. Да? А душа, разум, он медленный, пока поймет, пока там переварит. Понимаете, да? Вот как бы пример, как можно различить дух. И я как бы ищу вот такие примеры. Вот вы на собрание пришли. Почему вы пришли? Я говорю, Дух Святой вас привел. Ваш Дух привел сюда. Скорее всего, вчера вечером, может быть, плоть и душа говорят, ну, ты же устал. Полежи. Ты же заслужил себе отдых, правильно? Но что-то внутри говорит, надо, брат, надо, брат. Вчера, в субботу вечером, разве не так у вас что-то было, нет? Импульсы духа были. И в то же время плоть и душа, они противятся. Знаете, наша душа — это старое творение. Оно к старому творению еще пока что относится. Наши тела, наша душа — это старое творение. Но дух наш новое, потому что, как там написано, итак, кто во Христе, тот новая тварь. Это новое творение, оно никогда не постареет. Сам Бог, он не старый, он новый Бог. Все там свежо. Посмотрите на небеса, они каждый день новые. Бог всегда творит все новое, и твой дух новый. Но вот наша душа, она старая, она по-старому мыслит, как бы, вот пока она там преобразуется, да? Да, наша душа относится к старому творению, и наши тела тоже. Но вот дух — это новое творение. Псалом 41:6.
Давид что говорит? Что ты унываешь, душа моя? Псалом 41:6. Что ты унываешь, душа моя? Славь Господа. Как там было-то? Славь Господа. И я буду еще славить Господа. Там вот так вот написано. И тогда вопрос такой: Давид, как-то ты странно разговариваешь. Ты как знаете, вот эти вот параноики, да? Они как бы сами с собой разговаривают. Но смотрите, что здесь? Душа Давида, видать, она ослабла, она унывает, да? Но кто-то внутри того же Давида, кто-то приказывает: душа, славь Господа. Вот, наконец-то. Уповай на Бога, и я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Смотрите, дух Давида, он сильный был. Слава Богу, что у Давида был сильный дух. Если бы его дух был слабый, он бы поддался своей душе, и он, наверное, просто упал бы. Но дух Давида, видать, сильный был. Он был другом Бога. Давид был другом Бога. Человек по сердцу Божьему, да? И дух Давида поднялся и приказал душе своей: так, душа, хватит унывать. Скажите, душа, хватит унывать. Не смущайся. Уповай на Бога и славь Его. Аминь. Вы должны сами себе вот так вот приказывать своей душе. Когда приходят вот эти времена такие, в эти дни тоже как-то так тяжелые дни для меня были. Тяжелые дни. Да, внешним образом сатана, он сильно как бы атаковал. И, знаете, как будто тебя вот просто спотыкнули тебя. Но каждый день нет. Надо прославлять Господа, надо молиться Господу, поднимать свой дух, и твой дух, он поднимет тебя. На самом деле я удивляюсь, насколько силен дух. Насколько силен наш дух. Потому что тело, как тело без духа мертво написано, да, так и вера без дел мертва. Смотрите, наши тела живы. Смотрите, по нам течет кровь. Сколько нужно энергии, чтобы вот это вот тело бренное поддерживать жизнь в нем. Согласитесь, да, довольно сложная задача и много энергии нужно. Откуда эта энергия идет? От духа. Если дух, смотрите, в этот момент вдруг дух выйдет, что произойдет? Тело тут же упадет. Смотрите, какая сила в духе. Поддерживать наши тела, жизнь в нашем теле. Согласитесь, ведь так? И дух Давида говорил: поднимайся, душа, давай, перестань, хватит. Все, поднялся вперед и аллилуйя. Угу. Смотрите, Библия постоянно напоминает, Библия, особенно в Новом Завете, постоянный призыв жить по духу. Отвергайте свою плоть и душу, живите по духу. Это постоянно подчеркивается в Новом Завете. Давайте посмотрим некоторые места. Римлянам 8:1. Римлянам 8 главе, классная глава, это глава духа, можно сказать. 8:1. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Живите по духу. Скажите, я живу по духу. Я буду жить по духу. Угу. Давайте 4 стих посмотрим. Чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. По духу. Смотрите, плоть тут тоже это наше тело, которое расслилось из-за греха. Теперь наша Библия тела называет плотью. Плоть. Потому что тело наше вот такое,
тут грех живет. Понимаете? И есть борьба между плотью и духом. Но Библия говорит, живите по духу, да? 5 стих. «Ибо живущий по плоти о плотском помышляет, а живущий по духу о духовном». Живущий по духу. Опять подчеркивается. 9 стих. Я специально много мест взял, чтобы показать, что Библия, она конкретно говорит, живите по духу, живите по духу. Да? 9 стих. «Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его». Галатам 5:16 посмотрим. «При 2 или 3 свидетелях да будет твердо всякое слово». Тут много раз, вот, чтобы пробилось здесь, что нужно жить по духу. Галатам 5:16. «А я говорю», Павел говорит, «поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти». Проблемы с грехом есть? Бывает, ладно, будьте честны. И тогда совет Павла: поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Галатам 5:25. «Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать». Достаточно ясно, в Библии же сказано, да? Четко, ясно сказано: поступайте по духу. Поступайте по духу. И теперь вопрос такой: как поступать по духу, да? Я вам показал, что, например, разум и чувства — это не дух, это душа, да? И воля наша. Тогда как поступать по духу? Отбросьте помышления ума, отбросьте свои чувства, отбросьте импульсы своей плоти, и вы получите дух. Один из способов. И это, я думаю, много вообще практик в христианстве, очень много практик. Как мистики, например, они просто медитируют, да? Они медитируют, они пытаются отбросить мысли ума, потому что в уме тут столько прямо как много этих мыслей. Мысли скакуны там скачут, да? Это же, это же жизнь в уме своем. Да? И вот одно из того, что просто отбросьте мысли ума, отбросьте свои эмоции и чувства, и свои намерения, воли, и вы получите дух. Будет какое-то ощущение. Ощущение будет такое. И вот этот дух, да. Я стараюсь постоянно практиковать, ощутить дух, прикоснуться к духу своему. Когда Иисус говорит: «Войди в тайную комнату», это Он говорит о духе. У некоторых людей нет тайной комнаты, но имеется в виду физической. Но есть дух. И если ты прикоснулся к своему духу, ты прикоснулся к Богу на самом деле, потому что Бог живет в твоем духе. Аминь? Аминь. Теперь смотрите, посмотрим Иоанна 12:25. Иоанна 12:25. «Любящий душу свою погубит ее». Иоанна 12:25. Ты любишь свою душу? Довольно радикальные слова. «Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире всем сохранит ее в жизнь вечную». Тут не написано «любящий дух свой».
Тут написано «любящий душу». Тот, что погубит ее. Как-то тут странно получается. Надо же, оказывается, мы не должны ненавидеть вообще. О, пастор, ты что-то не то проповедуешь. Как-то страшно говорить эти слова. Оказывается, это надо ненавидеть душу свою. Ненавидеть. Это сильное слово, между прочим. Ненавидеть. Я верю, что это, потому что это очень большая проблема, чтобы пришло, Бог двигался. Преграда стоит наша душа, которая, я свою линию буду гнуть, и никакой дух мне не помешает. Это вот плоть, вот она. Это я, который всегда противостоит Богу. Понимаете, вот проблема в нас самих, в нашей душе. Мы должны научиться откладывать, ненавидеть даже, да? Даже научиться, так, с этого дня мы ненавидим свою душу. Не мои слова, это не я говорю, не я придумываю, это Иисус Христос сказал, это не я. Это Иисус Христос сказал, что мы должны ненавидеть даже ненавидеть вообще свою душу. И я думаю, кто прав? Бог прав. Бог знает, о чем говорит. Иисус, Он знает, о чем говорит. Дальше пойдем. Матфея 16:24. Это нелегкий путь, да. Мы привыкли очень жить душевно, по своим природным рефлексам. Я бы назвал это природный рефлекс. Мы чем-то даже на животных похожи. Мы вот привыкли вот так вот по природе, вот как вот жить душевной жизнью. Но теперь Бог говорит, давай, если ты хочешь, вопрос, если ты хочешь за Богом идти? Кто хочет идти за Богом? Смотрите, Матфея 16:24. Если кто хочет идти за мною, отвергни себя. Смотрите, отвергни себя, давайте дальше почитаем. И возьми крест свой и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Тут, если внимательно почитать, тут он вначале говорит, отвергни себя, а потом говорит, если кто там хочет сберечь душу свою, смотрите, себя, душа. То есть вот это вот себя, это значит мое я как раз, мое я. Душа – это центр моего я, моей личности. Я же мыслю, и там, понимаете, это центр, вот где мы принимаем решения, это вот центр нашей личности. И что Бог говорит? Надо отвергнуть, даже возненавидеть свою душу. Жестко, ничего. Зато игра стоит свеч. Потому что если мы пожалеем свою душу, то мы потеряем ее. Вот в чем вся беда-то. Хочешь свою душу сохранить, но тогда ты должен ее отвергнуть. Как это на практике примерно происходит? Происходит какая-то ситуация, проблема какая-то. И тогда что начинается? Твой разум начинает просто лихорадочно. Вот так надо сделать, так поступить, так. Все эмоции мои взвинчены. И я просто в попыхах, это вот душа. А Бог говорит, что? Говорит, успокойся, прислушайся ко мне. И я отвечу тебе. Аминь. Мы должны прислушаться к своему духу. Так ведь? Вот сегодня Яна, свидетельство было. Вот по духу человек поступил, хотя вначале много было всяких этих, наверное, да, там,
связи, все там, все. Сейчас друзьям позвонят. Но потом по духу. Да, возьми пост. Я думаю, это был Божье решение и слово, да? Так ведь было? 100% так, все. Это Бог допускает вот такие ситуации, чтобы нас постоянно приводить. Он должен, ну пойми же, наконец, пойми, что хватит жить душевной жизнью. Отвергни свое, как бы, я и начни жить верою. Да? Верою, доверься Господу, и Господь поведет. Слава Господу. Откровение 12:11. Там написано: не возлюбили души своей даже до смерти. Они победили его. Это о христианах, о победителях говорится. Не о плотских христианах, а о тех, которые победили. Они победили, все победили, в том числе даже свою душу. Они там победили его кровью Агнца и словом своего свидетельства и не возлюбили души своей даже до смерти. Аллилуйя. Теперь такой вопрос. Как же душу-то, что теперь меня себя постоянно вот так вот, как бы это, вот просто обезличить себя, что ли, как бы так, свою душу как бы уничтожить свою душу. Там написано, там же не написано и уничтожить, там написано возненавидеть. Иисус сказал: возненавидь или отвергни. Но это же не значит уничтожить, правильно? Как ты уничтожишь свою? Ты свой разум, что ли, возьмешь, вот пилой, вот тогда ты точно уничтожишь свою душу. Смотрите, тут вывод совершенно логичный и напрашивается очень простой, что душа, она не должна быть центром Вселенной, так скажем. Душа просто должна стать инструментом. Скажите, инструмент. Мой разум не должен стать моим Богом, хозяином моей жизни. Не источник жизни мой разум. Или мои эмоции источник жизни. Потому что, смотрите, в принципе, в миру источник их жизни – это душа, в принципе. Они живут тем, что думают, они живут тем, что решают своей воле, они живут тем, что чувствуют, они живут своей душою. И мы, христиане, часто тоже так вот живем по привычке. И Бог все время пытается нас, все время нас в какие-то обстоятельства вводит, чтобы мы перестали жить душевно, но жили по духу. Понимаете? То есть душа должна стать инструментом. Главою должен стать дух. На самом деле Бог, который живет в моем духе. Но достаточно того, что ты будешь жить по своему духу, потому что наш дух и Дух Святой – это практически как одно. Скажите, источник жизни – это мой дух, а душа – это мой инструмент. Все. Вот так вот. Это значит, что главный твой приоритет должен, что же я чувствую в духе, что же Бог говорит в эту ситуацию. И ты получаешь как бы вот, да, примерно вот это, видать, вот это вот. И тогда твой разум, он, как сказать, он прораб, он говорит: да, хорошо, я буду делать то, что Дух говорит. Да? А тело мое вообще раб. Вот она, это вот, дух, потом импульсы от духа идут к душе и потом к телу. Это все правильное, задуманное Богом, изначальное как бы план Божий. Но дьявол все исказил, дух был отвергнут, душа стала царем в основном. Но теперь все восстанавливается, слава Богу. Бог нас привел к себе, и Он нас учит, да?
Слава Богу, Бог нас учит, что вот оно правильное, правильное движение Бога через наш дух, душу и потом тело. Слава Господу. Смотрите, еще есть понятие сердца, скрытие сердца. Написано, что Бог нам даст вместо сердца каменного сердце плотяное. Раньше у нас были сердца каменные. Мы не верили в Бога, по отношению к Богу мы были просто как стена. Бог, скорее всего, стучался к нам, а мы были просто закрытой стеной, как сердца каменные. Но когда пришли к Богу, сердца наши стали плотяные, мягкие. И Бог хочет, чтобы у тебя сердце было мягкое. И как нас учили, что пусть у тебя будет сердце мягкое, а лоб твердый будет. Лоб твердый, чтобы никакие там ереси, там разные там учения, ветроучения нас не сбили, но сердце оно должно быть мягкое к Богу. И мягкость – это восприимчивость, скрыть восприимчивость. Я не говорю чувствительность, я не говорю будьте чувствительные. Чувствительные – это как душевные получается. Но восприимчивые – это когда ты слышишь какую-то информацию, и ты говоришь точно, твой дух сразу подтверждает, твое сердце оно восприимчивое, воспринимает истину. Как написано, что опытом мы научены различать добро и зло. Ты сразу чувствуешь, вот тут ложь вообще. Или вот здесь вот этот человек правильно говорит, истину говорит. Ты чувствуешь духом. Понимаете, да? И сердце твое, оно мягкое по отношению к Богу. Слава Господу. Смотрите, Матфея 5 глава, 8 стих. «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». И в первые годы моей жизни у меня есть шанс увидеть Бога. Значит, сердце должно быть чистое. Если сердце будет нечистое, я не смогу увидеть Бога. И что значит иметь чистое сердце? А вообще сердце – это орган привязанности, что ли, устремления. Я сердцем верую. Я верю тебе, да, сердцем. И сердце – это как орган любви, любовь от сердца, от чистого сердца должно быть. Это сердце, оно стремится куда-то. Сердцем верует к праведности, устами исповедует ко спасению. Да? Или от чистого сердца ты должен простить брату своему, да? То есть сердце – это там часть нашей души есть. Сердце состоит из души, и также совесть туда еще входит. Потому что написано, чтобы мы очищали свое сердце. А очищается совесть наша. А совесть наша чем очищается? Добрыми делами. Кровью Иисуса Христа. Да, ты должен сказать: Господь, очисти мое сердце, конкретно мою совесть от моих грехов. И тогда кровь Иисуса Христа омывает от всякого греха. И совесть будет чистой. Смотрите, разум должен быть ясным. Если в голове каша, и дьявол в эти дни попытался здесь кашу сотворить во мне через разные такие сильные обстоятельства. И я боролся в эти дни. Борьба была у меня. Но ты прилагаешь усилия, и тогда твой разум должен быть ясным. Мышление четкое, Разум ясным должен быть. Чувства должны быть любящими. Чувства любящими. Совесть должна быть чистой и правой. Если есть какое-то преткновение совести, то общения с Богом не будет. И сердце будет загрязнено. Работайте над своей совестью. Никакого осуждения здесь не должно быть. Если есть осуждение, ты должен каяться, да? Ты должен исповедовать свой грех.
и тогда кровь Иисуса Христа очищает. Если осуждение остается, то, возможно, это дьявол тебя тук-тук-тук осуждает, а ты принимаешь это. Ты должен сказать: дьявол, убирайся вон со своим осуждением. Аминь. Воля должна быть мягкой. Воля должна быть мягкой. Вот что значит чистое сердце. Песни песней 1:3, там написано: «Влеки меня, и мы побежим. Влеки меня. Господь, Ты влечешь меня, и я иду за Тобою». Вот оно, чистое сердце, любящее Господа. Аллилуйя. Аллилуйя. Ну, на самом деле, это вот очень только как будто вступление на самом деле даже, то, что я проповедую. Добро пожаловать в библейскую школу. Там, наверное, будет более подробно как бы вот эти вещи освещаться. Это всего лишь как бы вступление. На самом деле тут полно. Вот, что такое новый человек там, да? Новое творение. Аллилуйя. Вот что хотел сказать, что сердце, оно может быть открытое или закрытое. Если сердце закрытое, то даже сам Бог туда не сможет зайти. Если человек затворил свое сердце, даже Бог не ворвется туда. Но если человек открыт, знаете, мы в свое время открылись Богу. Согласитесь, мы же поверили Господу, поверили сердцем. Мы открылись, мы доверились Богу. И Бог вошел в нас через открытые двери. Сердце — это как дверь, через которую Бог входит, через которую сила Божья входит. Это как вот выключатель же есть вон там, да? Включили, и свет здесь появился. Да? А если выключатель будет выключен, то Бог не может войти. То есть сердце — это дверь, через которую Бог двигается. Если хочешь, чтобы Бог сильно двигался в твоей жизни, открывай Ему свое сердце. Чем больше, тем лучше. И работай над своей совестью, разумом, волей. Вы знаете все составные, сегодня я сказал вам, над своей душой, да? Работаем. И тогда, чем больше мы над этим работаем, мы растем в Господе. И тогда Бог будет свободно двигаться в моей жизни. И будет нормальный духовный рост в нашей жизни. Мы будем любящими, сильными, благословенными христианами, несущими Евангелие этому миру. Аминь. И спасающими этот мир. Слава Господу! Теперь смотрите, еще раз последнее, что я хочу сказать. Есть 3 вида жизни, да? Это зоо, психи и биос. Биос, ясно дело, с телом нашим более-менее понятно, тут ее можно пощупать. Это биологическая наша жизнь, да? Как сегодня говорят, это биологический отец, биологическая мать. Теперь у нас есть, это жизнь нашего тела. Теперь есть душевная жизнь. Это жизнь нашей души, да? Психи. И есть духовная жизнь. Духовная. К этой жизни в этой жизни мы должны жить. И вот это и есть настоящая жизнь. На самом деле вот этот психи и биос, это в глазах Бога это вообще не жизнь. Потому что это временно, оно не вечное, оно подлежит тлению, и оно рано или поздно оно просто исчезнет. Останется только вот эта духовная наша жизнь, которую мы должны сегодня культивировать и должны возрастать в жизни Духа. Аминь. Смотрите, где ты живешь? Вот теперь вопрос. Где ты живешь? Я верю, вот у нас христианская сложная жизнь. Вот не случайно вот этот человек меня спрашивал, я даже себя не могу понять, кто я вообще. Я его понимаю. У нас очень сложная жизнь. У нас есть
И тут и грех есть, и в то же время Бог внутри нас живет. И мы очень раздвоенные, мы очень внутри, каждый из нас раздвоен. Но Бог хочет, чтобы мы были вот по-божьему. Да? Смотри, где ты живешь, вопрос. Вот где вопрос состоит. Я верю, когда-то вот утром просыпаемся, да, мы молимся, да, просыпаемся, молимся. В это время я верю, что мы находимся в духе. Именно жизнь Зои в этот момент, как бы, я думаю, лидирует. И вот мы промолились, идем на работу, например, да? Мы заходим в автобус, все хорошо, благопристойно, чинно. И вдруг какой-то человек берет и наступает мне прямо на это. И у тебя возникает гнев какой-то возникает, да? Раздражение вдруг выскакивает. Как вы думаете, в какой части мы живем? Мне кажется, мы опускаемся довольно низко. Мы буквально, вот наша плоть, вот здесь вот, нервы наши, вот, тут буквально воплоти, мне кажется, вот. В жизни биос. Опускаемся до жизни биос. И потом мы вечером приходим, мы что делаем? Мы говорим: Господь, прости меня. И это человеческий уровень, когда мы просто становимся человеками, и это жизнь души нашей. Смотрите, в течение дня мы можем быть в духе, мы можем быть в душе, и даже мы можем быть в теле, наверное, вот так вот. Вот. Знаете, когда преступники делают преступления, мне кажется, они вот буквально вот адреналин вот здесь, вот, химия здесь. Понимаете, да? То есть вот, и тогда вопрос, где ты живешь? Но чаще всего, вот мы привыкли, это вот наше природное, вот мы привыкли жить в нашей душевной жизнью. Но Бог сегодня, надеюсь, довольно ясно я вам раскрыл тему, что мы должны отлагать душевную жизнь и жить по духу. Аллилуйя. И давайте последнее место я покажу. 2 Коринфянам 5:17. Самое, может, часто цитируемое. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Смотрите, твой дух – это новое творение. И ты дух. И ты новое творение. Скажите: я новое творение. Древнее прошло, теперь все новое. Поймите, что старое творение, оно пройдет, оно тлеет. И в старое творение входит твоя душа, моя душа. И наши тела, и этот мир сгорит, написано. Но новое творение, оно вечное. Поэтому делайте ставку на новое. Делайте ставку на новое. Перестаньте делать ставку не кормите свою душу. Пусть душа будет не источником, пусть душа будет инструментом, послушным рабом твоего духа. Это как всадник, который вожжи ты держишь, и лошадь, да, и лошадь скачет. Ты должен быть, твой дух вместе с Духом Божьим на троне должны быть. Да? Как написано, что во Христе мы посажены на небесах, по правую руку Отца, на престоле мы посажены. Аминь. И вот тогда твой дух влияет на твою душу, твой душ послушный инструмент, и тогда ты идешь куда хочешь. Сейчас вспомнил видение, которое Иезекииль там получил, да? Помните, Иезекииль получил видение, и там он увидел ангелов, да? И там были животные, и написано, там колесо было вот такое, да? И много-много глаз было. Иезекииль, он видел это видение.
и был шум вод многих. И написано, что дух был в этих глазах в этом колесе. И куда дух хотел, туда они шли. Я верю, это как образ тоже для нас, что куда дух хочет, вот туда мы должны идти. Аминь. Что дух тебе повелевает, что дух тебе говорит, то мы должны и поступать. Ну, сложная задача, но ничего, все нормально, получится. По опыту, христиан мы видим, есть, все-таки люди же растут во Христе. И очень духовные люди бывают. Значит, это возможно. Не то, что возможно, это нужно. Аминь. Это нужно. Иначе, никакого роста и не будет. Иначе будем просто клуб по интересам, душевненькие такие, да. Душевненькие христиане будем. Как я говорил, многие христиане не бывают праздничные, они по праздникам только приходят. Праздничные. Знаете, я не хочу. Если вы хотите, давайте вместе. Просто вместе идем за Господом. Аминь.